Многих интересует вопрос, есть ли на свете справедливость. Законы справедливости, работают ли они в нашей жизни. Хочу рассказать историю из своей жизни. Лет 7-8 назад моя супруга нашла телефон. Телефон дорогой. Позвонила по номерам, имеющимся в записной книжке. С девушкой связались. Девушка подошла, забрала телефон и оставила деньги. Рублей 100 или 50. Ну, по тем расценкам, наверное. Думаю, любое дело должно вознаграждаться, тем более добрые дела. Чтобы был стимул совершать еще подобные хорошие, добрые дела. Лет 5 назад у нас сын потерял телефон. Нам позвонили мне. Встретились с тем человеком. Узнаю наш телефон. Вот тем более нам позвонили уже. Оставляю где-то рублей 100 или 200. Не могу сказать уже сколько было. Спрашиваю, достаточно ли? Он говорит, человек, да, достаточно, все нормально. Отдает мне телефон, мы на этом расстаемся. Вот. На этом примере можно сказать, что добрые дела возвращаются бумерангом. Помнится еще одна история, произошедшая с нами. Едем с супругой лет 20-23 тому назад из Чебоксара в Батырево. Погода ненастная, идет дождь, слякотно, а нам еще после Батырева нужно ехать 18 километров. Я голосую, разворачиваюсь лицом к фарам, не останавливают машины, наверное, полный, может быть, не знаю. Потом краем глаза чувствую, какой-то автомобиль отъезжает и затормаживает. Потом уже в разговоре выясняется, что они, отъехав от нас метров 100, развернулись, остановились у нас. Мы подбегаем, садимся, оказывается, знакомый парень из соседней деревни. Это был спортсмен, сейчас его уже в живых нету. Сильный человек, известный не только у нас в районе, в Яльчикском районе, но и по всей республике. Как известно, спортсмены бывают дерзкими, иногда и грубоватыми, может быть, но вот он совершил то, что совершил. Развернулся, вернулся к нам и нас подобрал. Доезжая до своей родной деревни, предлагаю ему деньги, сколько я должен. Он говорит, ничего не надо, потому что я вас подобрал только по пути, не специально за вами приехал. Я очень был удивлен, в чем дело, почему так. Но через где-то полгода выясняется, что он в свое время, где-то раньше, 2-3 года назад, потерял документы, их нашел мой тесть, связался с ним, они встретились и отдал ему все документы. Человек спрашивает, сколько я должен, что я должен. Тесть говорит, ничего не надо. Они на этом расстаются, но через некоторое время человек возвращается, это, говорит, неправильно, это нехорошо, давайте хотя бы в кафе посидим. Они и отобедали. Ну вот, я на этой истории, с этой историей делаю вывод такой. Узнав меня, через меня он вернулся не ко мне, а вернулся к дочери моего тестя. Ну, ко мне, может быть, тоже вернулся, но склоняюсь к тому, что он, скорее всего, вернулся к дочери моего тестя. И на этом он отблагодарил моего тестя за доброе дело. Так что не бойтесь совершать добрые дела, делайте добрые дела, и вам воздаст. Всего доброго.